Ну что, как просили, песня Айс разными голосами. Салам, друзья, меня зовут Саша. Ну что, как просили, история Кыргызстана, часть... Сейчас здесь точно на экране вылезет число, потому что я, если честно, уже не припомню. Целых 2 недели назад выходила последняя часть про историю Кыргызстана, которая называлась «Кыргызскому рэпу 800 лет». И тогда я занимался немного другими интересными проектами и думал то, что история Кыргызстана вам уже не интересна, потому что как бы интерес немножко подупал, и мне казалось то, что это вам, не интересует вас. А меня интересует. Но недавно мне просто стали спамить все комментариями: где история, где история, где история? Ну что, как просили, история Кыргызстана, часть 7. Я уверен, то, что сегодня мы с вами узнаем очень много всего интересного, потому что я уже, честно, если что, отвык немного от просмотра истории Кыргызстана и уже даже забыл, на чем мы остановились. А если вы вообще впервые на моем канале и никогда не видели историю Кыргызстана, то вот целый плейлист, посвященный этой рубрике. Переходите по ссылке в описании, смотрите все части, начиная с первой же, конечно, чтобы быть как бы в курсе. Друзья, сегодня в серии мы узнаем про установление советской власти, создание Кыргызской ССР. Также мы с вами узнаем про военные и послевоенные годы Кыргызской ССР. Ну что, не будем медлить и поехали! Готовы? Тогда начинаем. Национально-освободительное движение 1916 года и последующая трагедия Үркүн закончились с февральской и октябрьской революциями. После февральской революции Үркүн был признан трагедией кыргызского народа. Этому способствовал Керенский, глава Временного правительства, который построил себе политическую карьеру на этом. Спустя некоторое время, 25 октября 1917 года по старому календарю, 7 ноября по новому, в Санкт-Петербурге совершается вторая революция. Революция рабочих и крестьян. Начиная с ноября 1917 года по февраль 1918 года, движение рабочих и крестьян, прозванное большевистским, так как их большинство, планомерно начинает устанавливать власть в Центральной Азии. В Кыргызстане этот процесс начинается с юга, с Сюлюкте, и дальше на север. После установления власти большевиков в стране организуются рабочие и крестьянские советы. Отсюда и советская власть. Большевики начинают перераспределять земли, несправедливо отобранные у местного населения, чтобы исправить ошибки царской России. Те же, кто остался в формированиях народно-освободительного движения, были прозваны басмачами, захватчиками, так как не принадлежали к легитимной власти. А то есть законной власти, понятно. Народно-освободительное движение все еще существовало, когда большевики пришли в Кыргызстан. В басмаческих отрядах в основном состояли люди из духовенства. Байманапы и сторонники Байманапов, которые были против русских. И их можно понять. Если на севере формирования басмачей были подавлены еще в начале 1920-х, то там они, наверное, еще лет 5. Эти движения сопротивлялись вплоть до 1927 года. В истории эти движения имеют важную роль. Отчасти они были причиной создания Кыргызской Советской Социалистической Республики, потому что большевикам было легче наделить властью кыргызских лидеров, чтобы они сами усмирили басмачей. Но основную роль в создании КССР сыграли наши отцы-основатели современного Кыргызстана. Абдыкерим Сыдыков, Юсуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Баялы Исакиев, взявшие на себя руководство в кыргызском обществе после Октябрьской революции. Многие из них, кроме Орозбекова, были детьми баев и манапов, которые получили хорошее образование. Они укрепляли власть на местах, реформировали старую систему, занимались борьбой с басмачами и боролись за создание кыргызского государства. Поначалу они были сторонниками идеи создания независимой Центрально-Азиатской республики. Но после, когда позиции большевиков укрепились, они стали бороться за создание кыргызского государства в составе СССР. В 1924 году был достигнут первый успех. Создается Каракиргизская автономная область. В результате дальнейших съездов в Алмате быстро так все развивается, я прям не успеваю. Году создается Киргизская автономная ССР, РСФСР. Тем временем в Москве идет жесткая борьба за власть между советскими кланами. И в 1930 году Сталин берет верх в этой борьбе. В 1936 году принимаются Конституция СССР, Конституции республик и автономных краев. Киргизская АССР становится полноценной республикой в составе Советского Союза. При Сталине начинается период репрессий. Устраняются все, кто был неугоден или выступал против него. В 1937 году многие кыргызские лидеры были взяты под арест и репрессированы. Когда-то они в количестве 30 человек написали Сталину письмо «Тридцатки», где выразили недовольство курсом, избранным государством, и местными чиновниками, присланными из Москвы. Так были расстреляны все представители центральноазиатской элиты. В
том числе и 138 руководителей Киргизской ССР. В их числе были отцы-основатели, научные сотрудники и те, кто занимались исследованием эпоса Манас, под предлогом того, что Манас проповедовал национализм и сепаратизм. Расстрел 138 человек произошел в Чонгташе, где один из местных чабанов оказался случайным свидетелем. Он боялся рассказывать кому-либо. Рассказал только своей дочери Бибире, которая после развала Союза в 1991 году дала общественности знать о тех горестных событиях. На месте расстрела выдающихся сыновей и дочерей кыргызского народа сейчас находится мемориал Атабеит, могила отцов. Я помню, я точно не помню, в каком городе этот мемориал находится, напишите, пожалуйста, в комментариях, но я помню, я смотрел видео про какой-то город, и там видел этот мемориал. Я еще спрашивал, что это такое, и мне, по-моему, даже многие писали. В общем, теперь я понимаю, почему это назвали настоящей кыргызской трагедией. Серия очень мощная вышла. Смотрим дальше. Что же будет дальше? Репрессии были страшным пятном в истории Советского Союза. В годы репрессий только в Кыргызстане было расстреляно около 40 тысяч человек, когда население составляло всего 2 миллиона. Члены семей репрессированных носили клеймо врагов народа и считались изгоями. В их числе был наш великий писатель Чингиз Айтматов, сын репрессированного Тюрекула Айтматова. Чингиз Айтматов. У меня был, помню, флешмоб, посвященный этому великому писателю. И у меня даже книга есть Чингиза Айтматова, которую мне прислал кое-кто из правителей Кыргызстана. Если не видели, поищите на канале. Возможно, если не забуду, ссылку оставлю. В общем, кое-кто из правителей Кыргызстана прислал мне еще давным-давно, почти год назад, книгу Чингиза Айтматова. 2 сентября 1939 года начинается Вторая мировая война. 22 июня 1941 года нацистская Германия нападает на СССР. Эту часть Второй мировой назвали Великой Отечественной войной. Вторая мировая была самой кровавой войной в истории человечества. Участвовало 62 страны. 73,8% населения Земли прямо или косвенно принимали в ней участие. Количество военных составляло 130 миллионов, из которых погибло 25. СССР потерял в этой войне 8 миллионов. За все время военных действий на фронт от Кыргызстана было отправлено 360 тысяч человек, из которых вернулась только 1/3. На войне много кыргызстанцев отличились своей отвагой и доблестью. К примеру, Чолпонбай Тюлебердиев закрыл пулеметный дзот своим телом, чтобы его отряд мог прорваться к врагу. Или Дыщен Кулшопогов, который в составе Панфиловской дивизии не дал прорвать оборону Москвы. Было много других кавалеров Ордена Славы, героев, о которых мы, возможно, ничего не знаем. Красная Армия проявила такой героизм, который присущ только тому, кто оказался под страшной угрозой рабского порабощения. Невозможно переоценить вклад обычного народа, который своим непомерным трудом обеспечивал армию всем необходимым. На войне погибло очень много кыргызских мужчин, на плечи которых в мирные дни ложилось ведение хозяйства. Поэтому в военное время всем занимались дети, женщины и старики. Они же и выкопали Большой Чуйский канал, потому что была нужда в поливочных сетях. Состояние кыргызского общества в годы войны очень эмоционально передал наш писатель Чингиз Айтматов в повести «Материнское поле». Война стала причиной эвакуации заводов и фабрик, профессиональных квалифицированных людей и ученых с запада на восток. Помню, как это дало толчок к техническому прогрессу. Интервью с ним, он там рассказывал, как это все происходило, как это страшно было. В Центральной Азии, я помню, в том числе и созданию благоприятной интернациональной среды для социума. 9 мая 1945 года безоговорочно капитулировала Германия, а 2 сентября 1945 года Вторая мировая подошла к окончательному концу. После войны все заводы были переделаны для нужд обычных граждан. Государство начало восстанавливать все то, что было разрушено войной. Экономика начала стабилизироваться. Строится новый государственный аппарат из представителей местных этносов по всему Союзу. В 1950 году главой республики становится Исхак Разаков, показавший себя умелым руководителем в военные и послевоенные годы. Послевоенные же годы хорошо описаны в первом романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Да, 3 марта 1953 года Сталин умирает. Через 3 года, в 1956 году, в Москве публикуется доклад Хрущева, разоблачающий культ личности Сталина. Значительно пересматривается предыдущая политика СССР. Признаются преступления вождя. В 1958 году принимается решение реабилитировать тысячи и тысячи репрессированных невинных людей, и члены их семей перестают называться врагами народа. Снимают с них клеймо такое вот.
Все настолько быстро происходило в этой серии, то что я реально не успевал даже моргнуть нормально. Понимаете, я моргаю, здесь уже убийство, здесь уже репрессии, здесь Сталин умирает, здесь война начинается, здесь война заканчивается. Очень жестко, очень насыщенно. И то, чего мы все так ждали от этой рубрики «Истории Кыргызстана». Все, как вы мне говорили, величайшая история Кыргызстана, 3000-летняя и очень глубокая, и познавать которую одно удовольствие. Еще и с каналом Тентек, это реально как какое-то кино. Ты смотришь на одном дыхании и прям мурашки по коже бегут. Обязательно пишите в комментариях свое мнение по поводу этой части. Ждете ли вы продолжения, то есть следующей части, 8-й, и чего вы дальше ожидаете от истории Кыргызстана. И сегодня мы с вами познакомились с великой кыргызской трагедией и настоящими отцами основателя Кыргызстана. Столько всего, столько событий, то что, для одной серии это даже много. Огромное спасибо за просмотр, друзья, с вами был я, Саша. Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайки, я этого очень сильно жду. После того, как я вот столько узнал, мне бы хотелось с кем-то этим поделиться, обсудить, и этими людьми будете вы. Пишите, жду. А на этом все сегодня, скоро новая часть, скоро много крутых новых видосов. Ах да, кстати, если вы не видели, у меня на канале выходило очень много крутых, интересных видео, где я ищу подписчиков в чат рулетки, или же где я смотрю свои самые первые видео. Сможете найти также внизу на моем канале. Переходите, сейчас вылезет здесь какое-нибудь видео. И здесь весь плейлист про историю Кыргызстана. Переходите, смотрите, там есть что глянуть. Все, пока-пока, друзья.